Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Сарглана Захарова. 108 олимпийских лицензий по борьбе разыграют на чемпионате мира в Казахстане. Стало известно полное расписание турнира по 3 видам борьбы. Соревнования стартуют 14 сентября и продлятся до 22 числа. На мировом первенстве будут разыграны первые олимпийские лицензии. Их будут оспаривать более 1000 спортсменов. Заветный пропуск на игры получат борцы, занявшие с 1 по 6 места, после чего в 2020 году доберут оставшихся участников борцовского турнира Олимпиады. Всего в Токио 2020 выступят 286 борцов, в том числе 95 женщин. Что касается программы мирового чемпионата, квалификационные схватки будут проводиться ежедневно с 11 утра до 16 часов дня, а полуфинальные и финальные встречи начнутся с 17 или с 18 часов. Отметим, что Казахстан право проведения чемпионата мира получил в сентябре прошлого года. Также лицензионный чемпионат мира планировал турецкий Стамбул. Российский легкоатлет якутянин Максим Афонин занял 2 место в толкании ядра на турнире, который проходит в Стокгольме. 27-летний спортсмен показал результат 19,78 метра. Первое место занял швед Виктор Петерсон, который закинул снаряд на 20,11 метра. Третьим стал американец Джо Ковач с результатом в 19,77. Соревнования в толкании ядра у мужчин не идут в зачет проходящего параллельно шведского этапа бриллиантовой лиги. Напомню, что Афонин является чемпионом России, 3-кратным победителем чемпионатов России в помещении. Хоккеисты, тренерский штаб и персонал московского ЦСКА награждены золотыми медалями и кубком чемпионата России. Церемония вручения наград и чествования клуба прошло на ЦСКА-арене в Москве. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, 2-кратные олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Владимир Лученко передали кубок президенту ЦСКА Игорю Ясмантовичу и главному тренеру армейцев Игорю Никитину. Третьяк выразил надежду, что на следующий год армейцы дадут больше кандидатов в сборную и порадуют золотыми медалями. Отмечу, что ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина в финальной серии плей-офф, переиграв омский «Авангард» со счетом 4-0. С момента образования континентальной хоккейной лиги звание чемпиона России присваивается лучшей российской команде по итогам плей-офф. Серебряные медали завоевал «Авангард», бронзовые СКА из Санкт-Петербурга. Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выступят в составе национальной команды из европейских игр в Минске. Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что точный состав будет известен в начале июля, передает ТАСС. Войнова является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном спринте, 4-кратной чемпионкой мира и 8-кратной чемпионкой Европы. Шмелева также выиграла серебро в командном спринте на играх 2016. Кроме того, в ее активе 4 золотые награды чемпионатов мира и 7 чемпионатов Европы. Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Соревнования по велоспорту на треке пройдут с 27 по 30 июня. Футболисты из якутских сел разыграют кубок с призовым фондом 150 тысяч рублей. Немигюнский хлебозавод проводит 6-й открытый турнир по футболу. Одной из отличительных особенностей футбольного турнира является участие команд только из сельских местностей. Причем мандатная комиссия перед турниром будет проверять всех участников на наличие постоянной прописки в данных наследах. Кубку завода также не будут допускать игроков высшей лиги чемпионатов Якутска, что значительно увеличит шансы других команд в борьбе за главный трофей. Открытый турнир состоится 2 июня в селе Ой Хангаласского Улуса с 8 часов утра. Заявки на участие принимаются до 1 июня. Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и призом в размере 50 тысяч рублей. За 2 место положено 30 тысяч, за 3 место 20 тысяч рублей. Также лучшие игроки турнира получат грамоты, медали и специальные призы. Это были новости спорта. Всего доброго.